условно наука какая-нибудь, там медицина, например. Мальчик болеет, там, ему укол сделали, он через пару дней выздоровел. Медицина работает. А условно тот же самый мальчик, там, не знаю, помолились, а он, ну, скажем, не выздоровел или выздоровел спустя намного большее время, значит, это не работает. И, следовательно, у меня, да и мне кажется, как и у большинства, да, там, людей, которые придерживаются атеистических каких-то взглядов, у них такое, типа, ну мы же не видим, как бы, где доказательства, да, и поэтому, мне кажется, с этой точки зрения тоже пошел вот такой стереотип, да, что там, ну раз она не работает, зачем она нам нужна? Отличный вопрос. Первое, что мне хотелось бы сказать, что Бог не фокусник. Он никогда не творит фокусов, и даже если мы прочитаем Священное Писание, люди от Христа искали знамение. Ну покажи нам вот что-то такое, и мы поверим в тебя. Покажи нам. А он сказал так: род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. Я хочу сказать вот что. Не надо рассматривать ту же самую медицину, те же самые явления науки в каком-то отдельном контексте от человеческой веры. Все это развивается единым кластером человеческой истории. Все это идет вместе. И, допустим, первые общественные больницы, они возникли в христианской среде. Это 3-4 век. Василий Великий, там вот они начинали основывать эти больницы. Вот древняя античная медицина, она ведь была доступна только избранным. Вот. А медицину именно в обществе ввели именно вот первые люди, чтущие Бога. Я скажу так, я могу привести такой же пример и в мусульманском мире. Ибн Али, Ибн Сина, известный как Авиценна, он тоже хотел быть врачом для всех. Разве это не вера? Я сейчас не разделяю, двигала медицину, разрабатывала, как бы Бог давал людям ответы, и человек, ищущий Бога, эти ответы находил. И сколько сейчас, допустим, тех же самых ученых, медиков были людьми верующими. Вот взять тот же, вот опять отвечая на ваш вопрос, Жангир, приведу такой пример святителя Луки, воина Есенецкого, который выполнял свое священническое служение, святительское, в тяжелейшие советские времена. Для него, и еще эта война шла, его это гнобили, он сидел на тюрьме, но тем не менее он лауреат сталинской премии, потому что именно его так называемые очерки гнойной хирургии в тот период, когда еще не было антибиотиков, они, можно сказать, спасли сотни тысяч жизней. Вот. Или, допустим, тот же Ян Флеминг, которого считают изобретателем антибиотиков. Это были верующие люди. А почему мы не подойдем так, что Бог открыл им это?